Сегодня в 21:00 в годовщину начала Великой Отечественной войны в России и по всему миру прошла мемориальная акция «Свеча памяти». Мы вспоминаем всех, кто не вернулся с поля боя. К флешмобу присоединились и жители Ингушетии, ведь в 40-е оставили свой горький след в семьях каждого жителя республики. На мемориале памяти и славы сегодня собрались десятки людей со всей республики. Общественники, депутаты и волонтеры почтили память погибших маленькими огоньками, как символом памяти и скорби. Не прийти сегодня на памятное место мы не могли, потому что 41 год, 22 июня, это день, когда в том числе и ингуши, более 200 человек, в первый же день приняли бой и пали смертью храбрых. Сегодня вот буквально мы когда зажигали сейчас свечи, мы как раз зажигали возле памятника Барханоева Уматгирея. Это был последний защитник Брестской крепости, который в первый же день принял бой. И этот последний защитник Брестской крепости. И таких героев сотни, миллионов по России, по всей России и бывшего Советского Союза. Напомню, акция «Свеча памяти» впервые в этом году на фоне пандемии проходила и в онлайн-режиме. С 15 по 22 июня нужно было зажечь свечу в память о павших на полях самых страшных событий 20 века. Затем ее сфотографировать и опубликовать фото в соцсетях с хэштегом «Свеча памяти». И это не просто жест памяти. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медпомощи ветеранам Великой Отечественной войны. Застыли ели в карауле, все небо мирного ясна. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь у грани обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что тот далекий грозный час своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас.